Центр России. Цитадель власти. В 1960 году в столицу Австрии, Вену, прибыл многолетний руководитель Совета народных комиссаров Советского Союза Вячеслав Молотов. Многие годы он входил в десятку самых известных политиков мира. Часто его называли совсем просто – тень Сталина. Пакт Молотова-Риббентропа, коктейль Молотова – эти словосочетания уже давно были на слуху у всего мира. Знал мир и о том, что именно Молотов обратился к советскому народу 22 июня 1941 года. Его слова «враг будет разбит, победа будет за нами» стали девизом Отечественной войны. А только вот в Вену прибыл опальный Молотов. Прибыл на скромную должность постоянного представителя СССР при Международном агентстве по атомной энергии МАГАТЭ. И это стало мировой сенсацией. И он зашел представиться. Он улыбался по этому поводу, что такой человек и вдруг представляется мне. Но мы с ним посидели, выпили кофе, пообщались очень хорошо. Николай Новик, резидент советской разведки в Австрии с 1958 по 1962 год. Вячеслава Михайловича Молотова постоянно сопровождала большая группа западных корреспондентов. До 15 человек каждый раз. Причем, как мы потом выяснили, среди них было 2-3 агента ЦРУ. Сотрудники Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки крутились возле Молотова не просто так. Совсем скоро советская резидентура получила сведения, что Молотова собираются выкрасть и переправить на Запад. В 1890 году, 9 марта, в селе Кукарка Вятской губернии, в семье приказчика Михаила Прохоровича Скрябина родился мальчик Вячеслав. А вскоре зашедшая в дом цыганка вдруг указала на младенца и произнесла: «Этот будет на весь мир знаменит». Семья Скрябиных была зажиточной, а отец Михаил Прохорович – человеком очень колоритным. Рассказывает внук Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов. В нем как бы уживалось два совершенно разных Михаила Прохоровича Скрябина. Один, безусловно, набожный. Он пел в церковном хоре. Эстет. Выписывал всю новейшую музыкальную литературу из столицы. Детям привил музыкальную культуру. Все на чем-то играли, на каких-то музыкальных инструментах. Был активистом общества трезвости города Нолинска. Участвовал в спектаклях местного драматического театра любительского. Другой Михаил Прохорович любил жизнь, любил кутить, волочиться за местными красотками, редко бывал трезвым. Одна из поездок в Нижний Новгород на ярмарку закончилась трагически. Отца Вячеслава Молотова выбросило из саней, ударило о дерево, в результате чего Михаил Скрябин остался без ноги. О том, что сын стал революционером, добропорядочный христианин, законопослушный гражданин Скрябин узнал после революционных событий в Казани 1905-1906 годов. Студента Казанского реального училища Вячеслава Скрябина арестовали в первый раз в 1909 году. Михаил Прохорович узнал об этом.
Он приезжал в тюрьму, встречался и уговаривал, конечно, деда отказаться от какой-либо революционной деятельности. Сохранилась и кое-какая переписка семейная в архиве, Рассказывает в том числе и письма от Вячеслав отца, Никонов. матери, которые Молотов, еще не будучи Молотовым, получал. И когда он был студентом, уже после ссылки в Санкт-Петербурге, он получал письма, где мать постоянно призывала его бросить это дело. Могли ли родители предположить тогда, что уже через 10 лет их сын под зубодробительным псевдонимом Молотов войдет в историю, став одним из лидеров большевистского переворота в октябре 1917 года, а еще через несколько лет членом Политбюро и одним из самых могущественных людей в Советском Союзе. Но все равно отец не принял революцию. До самой смерти он писал сыну возмущенные письма, доказывая, что все, что делают большевики, абсолютно неправильно. С тем и ушел в мир иной в 1923 году. В 1911 году, сразу после первой ссылки, Вячеслав Скрябин поступил в Петербургский политехнический институт на экономический факультет. Но до этого в ссылке в Вологде ему очень пригодилось музыкальное образование. Как-то к уличным музыкантам подошел крепкий молодой человек и предложил им свои услуги. Проверка показала, что он очень недурно владеет скрипкой и мандолиной. Вскоре группа устроилась на работу в местный ресторан. Получали по рублю в день. На мандолине играл будущий премьер-министр страны. На экономическом факультете Молотов не доучился 1,5 года из-за бурной революционной деятельности. В 1915 году его вновь арестовали, а затем отправили в ссылку, теперь уже в Сибирь. Весной 1916-го он сбежал и вновь объявился в Питере. На нелегальном положении Молотов прожил вплоть до февральской революции 1917 года. К тому моменту он уже был одним из 3 лидеров русского бюро партии большевиков. Остальные, будущие звезды Октябрьского переворота, давно отсиживались за границей. В апреле 17-го наш герой встречал Ленина на Финляндском вокзале. Впереди Молотова ждал головокружительный карьерный взлет. Помог ему один давний знакомый. С Иосифом Сталиным Молотова судьба свела еще в 12 году. В отличие от большинства соратников по партии, оба провели предреволюционные годы в России и поэтому успели хорошо сдружиться. Да и псевдоним они себе взяли похожие – Сталин и Молотов, причем не случайно. Оба преклонялись перед Лениным, и оба в достижении цели не чурались самых жестких, часто жестоких мер. Впрочем, как и их учитель. Рассказывает Вячеслав Никонов. Вообще дед из вот этой железной ленинской когорты людей, которых можно, наверное, сравнивать только со скалой. Я в своей жизни, вот еще когда был в юных летах, я встречался все-таки с довольно большим количеством советских лидеров. Там я видел и Жукова, Ворошилова, Маленкова, Кагановича. Но на этом фоне, конечно, дед выглядел как скала, хотя и те люди были далеко не таких мягких нравов. Он из людей, не менявших своих убеждений. С этого момента нашего рассказа эти двое, Сталин и Молотов, постоянно будут рядом. Останутся они вместе и после смерти Сталина, и после опалы Молотова. В гражданскую войну Сталин и Молотов виделись довольно редко. Молотова судьба в конце концов забросила на Украину, на должность секретаря местного ЦК. А в 21-м он возвратился в Москву. Это набиравший силу Сталин начал подтягивать в столицу тех, на кого мог положиться в борьбе за власть. Благоволил Молотову и Ленин. Взлет Молотова мало кто прогнозировал, крайне удивился и он сам. Как известно, воспоминаний Молотов не оставил, но кое-что в домашнем архиве сохранилось.
Вот как он вспоминал свое избрание на пленуме сразу после 10-го съезда РКПБ. Меня сильно тогда поразило, что я был избран секретарем ЦК, ответственным, что-то вроде главного секретаря ЦК. И, кроме того, первым кандидатом в Политбюро. А это означало, что в случае отсутствия на заседании любого члена Политбюро, командировки, болезнь, я имел в Политбюро решающий голос. Насколько помнится, до этого заседания меня никто не предупредил, что меня изберут первым кандидатом в члены Политбюро. Не помню, чтобы вообще кто-либо говорил со мной и о предстоящем избрании секретарем ЦК, но это, возможно, и было сделано, а если было сделано, то, очевидно, Сталином, с которым я был ближе знаком. Одно время в июле 1917 года Сталин несколько дней, а может быть и недель, жил в той же квартире, где жили Залуцкий, Смилга с женой и я на Петроградской стороне. Тогда же, в 21-м, во время выступления на Международном женском конгрессе, Молотов приметил симпатичную статную делегатку с Украины, Полину Жемчужину. А когда она внезапно заболела, отправился навестить ее в больницу. По легенде, там они обо всем и договорились. И это была, судя по всему, любовь с первого взгляда. После этого конгресса бабушка, я думаю, под дедовой протекцией была оставлена в Москве. Вячеслав Никонов, внук Вячеслава Молотова. Роман длился месяц, максимум 2. В результате чего вот произошло такое достаточно быстрое соединение. Поселились молодожены в Кремле, в кавалерском корпусе, где жили почти все руководители молодого советского государства. Часто ходили друг к другу в гости, хотя сразу после смерти Ленина в 1924 году за власть цепились не на жизнь, а на смерть. Совсем не по-соседски. Иногда доходило до курьезов. В присутствии Серго Орджоникидзе Молотов резко отозвался о книге одного из главных сталинских оппонентов в борьбе за власть, председателя Ленсовета Григория Зиновьева. «Он не ленинец», – выругался Молотов. «Как не ленинец?» – вскипел кавказец Орджоникидзе и набросился на Молотова. Разнимал их Киров, а мирить взялся Бухарин. Но Орджоникидзе все равно пошел жаловаться Сталину. «Молотов прав», – отрезал Сталин и закончил спор. Главного своего противника, Троцкого, Сталин обыграл уже к 1929 году. Не расстрелял, сил еще не было, а выслал из страны. Уезжать Троцкий не хотел. Молотов любил вспоминать, как двое, в том числе и начальник его охраны Погудин, выносили Троцкого с 3-го этажа из квартиры на руках. Тот упирался всем, чем мог. Крепкий был петух, ворчал спустя много лет Молотов. Первая кремлевская квартира была у Жемчужиной и Молотова двухкомнатной. Тогда все так жили. Там стояли в прихожей, стояли стеллажи книжные, застекленные. Они, кстати, у меня сохранились, очень, очень симпатично выглядят. Рассказывает Вячеслав Никонов. Затем в правую сторону была столовая с полукруглыми окнами, очень толстые стены. Затем была спальня в одну сторону и в другой небольшой кабинет деда. На работу сначала на Воздвиженку, а затем на Старую площадь и в первый корпус Кремля ходили пешком. Однажды, когда Молотов и Сталин без охраны, тогда так было принято, вдоль манежа в метель шли на работу, к ним прицепился нищий. Узнать Сталина в валенках, шубе и ушанке было тяжело. «Подайте, господа хорошие», – упорно конючил нищий. Наконец Сталин не выдержал и достал 10. Обалдевший нищий долго смотрел вслед, а затем произнес: «У, буржуи проклятые». Сталин потом со смехом ворчал: «Вот и пойми, наш народ, мало дашь плохо, много тоже плохо». В 1930 году 40-летнего Вячеслава Молотова Сталин
назначает председателем Совета народных комиссаров Советского Союза и председателем Совета труда и обороны. Вплоть до 1949 года эта связка Сталин-Молотов будет для всего мира олицетворять высшую советскую власть. Начались великие и ужасные предвоенные 30-е годы. Немного расслабившуюся во времена НЭПа страну вновь поставили на дыбы. Коллективизация, индустриализация проводились невиданными в мире темпами. Не считались ни с чем. Ни с вековыми традициями страны, ни с психологией людей, ее населявших, ни с жертвами, сопровождавшими великий скачок. Оправданием этой политики было одно. Рано или поздно враждебный Запад попытается военными методами покончить с молодой Советской Республикой. А значит, надо было готовиться к войне. А тех, кто с этим был не согласен, по законам революции надо уничтожать, чтобы не путались под ногами. Это и вправду были великие и ужасные годы. С одной стороны, удивительная устремленность людей в будущее, с другой – 20 миллионов репрессированных и выселенных крестьян. С одной стороны, появление на глазах у изумленного мира великой индустриальной и научной державы, с другой – голод на Украине, миллионы арестованных, часто за 20-минутное опоздание на работу, и сотни тысяч расстрелянных. С одной стороны, полеты Чкалова, Гризодубовой, появление великолепной плеяды конструкторов, фильмы с участием Любови Орловой, грандиозное городское строительство, с другой – тотальное избиение высшего командного состава Красной Армии. И это накануне войны. Все эти годы председателем Совета народных комиссаров, то есть главой правительства, был Вячеслав Михайлович Молотов. Можно сказать, что в 30-е он был даже более публичной фигурой, чем Сталин. И до конца дней, признавая некоторые перегибы, Молотов был уверен в том, что они со Сталиным были тогда правы. В его объяснении логика репрессий заключалась в том, что Вячеслав Никонов. над ними витал вот этот ужас гражданской войны. Это когда страна идет стенка на стенку в условиях иностранной интервенции. Итак, небольшая группа людей, стоявшая тогда во главе огромной страны, боялась внутреннего потенциального предательства, которое могло возникнуть после начала войны. И с невероятным рвением эта группа людей начала потенциальных предателей устранять. В соответствии со своей революционной логикой, Сталин не простил почти никого и ничего. Под нож пошли все, кто был замечен хоть в какой-то оппозиции. Троцкистской, правой, левой, любой другой оппозиции. Не щадил он в первую очередь своих старых соратников по революции. Правда, был здесь один нюанс. Оно очень сильно было заметно, и оно проявилось в репрессии. То есть вот те, кто были за границей, заграничная часть партии, она была антисталинской. Напротив, сталинская часть – это те большевики, которые вот и до 17 года они работали внутри страны, а не за границей. Вот этот водораздел был абсолютно четкий. Как вспоминал Молотов, исходили они еще и из собственного опыта 17 года. Большевики, совершившие переворот, были тогда частью единой российской социал-демократической партии, причем ее меньшей частью. А затем, захватив власть, уничтожили другую, большую часть партии. Был Молотов до конца жизни уверенный в том, что недруги Сталина внутри партии, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков и другие, реально договорились с военными во главе с Тухачевским о выступлении против вождя в июне 1937 года. Молотов называл реальную дату переворота и тем самым оправдывал 1937 год. Говорил ли о перегибах? Да, говорил. О своей ответственности? Да. Но упорно твердил: если бы не мы,
кто нас, рассказывает Вячеслав Никонов, внук Вячеслава Молотова. Они сделали все, чтобы не допустить ситуации вот пятой колонны внутри страны. Вот логика репрессий в изложении деда. Но при этом он считал, что было масса искажений, масса перегибов, связанных с разными моментами, и с политическими моментами, и с инерцией деятельности, собственно, правоохранительной системы, которая уже набрала определенную там, просто динамику, и которую трудно было остановить, когда один процесс уже тянул за собой другой. И просто с карьеристскими настроениями, которые существовали в стране, когда очень многие решали просто личные проблемы, уничтожая своих соперников. В 1940 году маховик репрессий, раскрученный не без участия главы правительства Вячеслава Молотова, ударил вдруг по его семье. Первый раз и пока по касательной, но все же. В 30-е годы Полина Семеновна Жемчужина была очень заметной персоной среди советской политической и культурной элиты. Жена главы правительства, кандидат в члены ЦК, к 1939 году нарком рыбной промышленности, а главное – изысканная, роскошная женщина. В ней удивительным образом сочеталась западная выделенность и выхоленность с железной советской идейностью и оптимизмом. 10 августа 1939 года Политбюро ЦК ВКПБ постановило признать, что товарищ Жемчужина проявила неосмотрительность и неразборчивость в отношении своих связей, в силу чего в окружении товарища Жемчужины оказалось немало враждебных шпионских элементов, чем невольно облегчалась их шпионская работа. Освободить товарища Жемчужину от поста наркома рыбной промышленности, поручив секретарям ЦК товарищам Андрееву и Жданову подыскать работу Жемчужины. Вряд ли стоит объяснять, что означало подобное решение в 1939 году. Представляется, что спасло Жемчужину положение ее мужа и его личные отношения со Сталиным. Тогда до войны Коба еще не перешел грань. Еще не был готов перенести репрессии на уровень председателя Совета народных комиссаров и членов его семьи. Пока не был готов. 11 ноября 1939 года Жемчужина была утверждена начальником Главного управления текстильно-галантерейной промышленности Наркомата легкой промышленности РСФСР. Это было явным понижением. А в феврале 41-го, незадолго до начала войны, ее исключили из состава кандидатов в члены ЦК. Похоже, арест оттянула начавшаяся война. Понимала ли она тогда, что у Сталина есть еще и личный мотив недолюбливать Жемчужину? Ведь именно она, последней, общалась с женой Сталина Надеждой Аллилуевой. Тогда, вечером 7 ноября 1932 года, на квартире у Ворошилова в неформальной обстановке собрались все высшие руководители Советского Союза с женами. Захмелев, Сталин позволил себе то, о чем жалел, наверное, потом всю жизнь. Скатал комочек хлеба и бросил этот шарик в жену Александра Егорова, будущего маршала Советского Союза, на глазах у всех. На Надежду Аллилуеву эта выходка мужа подействовала до такой степени, что, встав из-за стола, она ушла на улицу вместе с Жемчужиной. Две женщины долго гуляли по ночному Кремлю. О чем они говорили? О парикмахерше, который ходил в последнее время Сталин. Аллилуева была вне себя от ревности, предъявляла мужу все больше и больше претензий. Жемчужина слушала и как могла пыталась успокоить Надежду. Если бы она знала тогда, что в эту ночь, расставшись с ней, Надежда застрелится у себя в спальне. Утром, находившийся в шоке, Сталин произнес две запоминающиеся фразы. Взяв в руки пистолет, сказал: «И пистолетик-то игрушечный». А затем вдруг добавил: «Я был плохим мужем, мне некогда было водить жену в кино». Кто знает, не сказалась ли это последняя прогулка с Надеждой Аллилуевой на аресте Жемчужиной через 17 лет. Скорее всего, сказалось. Таких вещей Сталин не прощал, особенно в конце жизни. Кстати,
Муж Полины Жемчужиной, Вячеслав Молотов, во время голосования об исключении жены из кандидатов ЦК воздержался. Это была единственная форма протеста, которую он себе позволил публично. Говорил ли Скобой один на один, неизвестно. Но судя по тому, что Жемчужину не арестовали, наверное, говорил. Сам Молотов вместо опалы получил еще одну должность – министр иностранных дел. При этом остался председателем правительства. В воздухе все больше пахло войной. И Сталин бросил своего самого проверенного, пожалуй, бойца в бой на самом трудном участке. Главная задача – максимально оттянуть начало неизбежного уже в тот момент столкновения с фашистской Германией, дабы страна успела подготовиться. Первым заметным шагом нового министра иностранных дел стало подписание знаменитого пакта Молотова-Риббентропа с секретным протоколом о разделе Польши. Пакт Молотова-Риббентропа дед объяснял очень просто. В тот момент вопрос стоял, когда начнется война, в 1939 году или позже. То есть было очевидно, что немцы нападают на Польшу, и дальше вопрос, где они останавливаются. Вячеслав Никонов, внук Вячеслава Молотова. Пакт Молотова-Риббентропа – это стремление установить линию, где остановятся германские войска после того, как Польша будет разгромлена. Оснований для симпатии к Польше у Советского Союза по многим историческим причинам не было никаких. Вот, собственно, и вся суть пакта. Насколько цинично, настолько и неизбежно, говорил дед. Повторяя слова Черчилля, кстати. То есть без пакта война бы началась в 1939 году, и Советский Союз к ней был готов гораздо меньше, чем потом. В 1940 году Молотов посетил Берлин, встречался с Гитлером. Шла уже Вторая мировая война. Встреча проходила в рейхсканцелярии. Молотов, кстати, считал Гитлера умным и опасным врагом, но категорически отрицал тот факт, что якобы Гитлер Сталина и Молотова обманул, навязав им пакт о ненападении. «Мы знали, — говорил потом Молотов, — что слабее Германии. Знали, что придется отступать, и поэтому тянули до конца. Разведка о сроках нападений Германии на СССР доносила регулярно, только вот дат этих было несколько десятков. А мы боялись неосторожными действиями спровоцировать нападение в более ранние сроки. Повторяю, тянули как могли. Сталин поверил Гитлеру? Да он своим-то далеко не всем доверял. Так что нападение мы ждали, и все-таки оно случилось неожиданно. Любое нападение неожиданно. Перебежчики накануне предупреждали? Да, предупреждали. У меня иногда полдня уходило на чтение донесений разведки. Чего там только не было. Поэтому и проверяли все по нескольку раз. Ну и, конечно, Сталин очень не хотел войны. Тянул до последнего. Германия не готовилась к войне в зимних условиях. Вот это тоже был очень важный фактор, который дед упоминал. То есть по всем разведдонесениям Германия не готовилась к войне в холоде. То есть Германия не производила и не заказывала масла, которые могли бы быть нужны в зимних условиях. Не было зимней одежды. 22 июня 1941 года, к тому времени уже первый заместитель председателя Совнаркома, после бессонной ночи, посовещавшись со Сталиным, отправился в радиостудию Наркомата связи, находившуюся в здании Центрального телеграфа, объявлять советским людям о начале войны. Сегодня в 4 часа утра германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах.
Текст выступления 22 июня дед готовил сам. Сталин, которого уговаривали выступить, отказался это делать. Дед говорил, что да, у Сталина был определенный провал душевный на протяжении первых дней после начала войны. То есть да, Сталин испытал шок, хотя он продолжался недолго, вплоть до создания Государственного комитета обороны, это уже начало июля. Рассказывает внук Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов. Дед сам действительно подготовил текст. Эти его знаменитые слова «Победа будет за нами, враг будет разбит» принадлежат ему. Он очень волновался. Он рассказывал о том, что у него буквально руки дрожали, когда он произносил эту речь. Не мог даже как следует выпить воды из-за волнения в этот момент. Ну, можно себе представить состояние. Через неделю после того, как Сталин оправился от первоначального шока, был создан Государственный комитет обороны, главный орган управления страной на период военного времени. И опять первым заместителем председателя Сталина становится Молотов. Он продолжал быть первой тенью вождя всех времен и народов, и чуть ли не единственным в его окружении, кто обращался к нему на «ты». Тенью Сталина он будет и на знаменитых Тегеранской в 43-м, Ялтинской и Потсдамской в 45-м году конференциях. Об этих встречах лидеров антигитлеровской коалиции Сталина, Черчилля и Рузвельта написаны тонны книг и статей. Что неудивительно, они определили устройство всего послевоенного мира. А вот еще об одном ключевом эпизоде Второй мировой войны известно гораздо меньше, вернее, почти неизвестно. В 1942 году, когда назрела необходимость получить согласие союзников об открытии Второго фронта, Сталин приказал Молотову сесть в тяжелый бомбардировщик П-8 и отправиться через линию фронта в Англию, а затем в Соединенные Штаты Америки. Непростой и по сегодняшним меркам маршрут. Около 20 тысяч километров. В те годы был беспрецедентным и крайне рискованным. Полет состоялся 19 мая 1942 года. А до этого, в апреле, для обкатки маршрута в Англию отправили самолет П-8, на котором предстояло лететь Молотову. До Англии добрались благополучно. П-8 приземлился на аэродроме Тиллинг, а далее делегация на поезде отправилась в Лондон. Но там группа английских инженеров выразила пожелание ознакомиться с уникальным русским самолетом. Два командира экипажа, Сергей Осямов и Эндель Пусеп, кинули жребий. Кому лететь в Тиллинг с англичанами на их самолете? Выпал он Сергею Осямову, и жребий оказался роковым. Английский самолет разбился, а все находившиеся на борту погибли. Обратно в Москву вернулся лишь Пусеп с экипажем. Он-то и полетел с Молотовым 19 мая 1942 года по знакомому уже маршруту. До Твери летели в ужасающих погодных условиях. Раскаты грома заглушали рев моторов. В районе Пскова самолет едва не обнаружили немцы. Обошлось. Шифротелеграмма из Лондона. Получена в Москве в 7 часов 40 минут 21 мая 1942 года. Самолет благополучно приземлился в Тиллинге в 8 часов по московскому времени. Перелет занял 10 часов 15 минут. Приходилось обходить грозовые облака. Принял предложение английского правительства и остановился в Чекерсе под Лондоном, в загородной резиденции премьера, где останавливался Гопкинс и другие. Несмотря на радушный прием, переговоры шли трудно. Англичане явно не спешили с открытием Второго фронта, желая, чтобы Германия и СССР подольше уничтожали друг друга в прямом лобовом столкновении, 1 на 1. Молотов вспоминал. Англичане очень не хотели, чтобы я летел дальше к Рузвельту. А Рузвельт мне все подписал.
и я решил с этими документами снова лететь к Черчиллю. Тут он удивился не на шутку. Командир экипажа Пусеп затем рассказывал Молотову, что во время перелета из Англии в Соединенные Штаты Америки очень переживал, как бы у Молотова во время сна не перегнулась трубочка кислородного прибора. Дед рассказывал, что был эпизод с посадкой на какой-то аэродром подскока в Атлантическом океане. Причем это был единственный аэродром, в который можно было сесть для дозаправки. То есть никакого другого, это островок, никакого другого варианта нет. Погода абсолютно нелетная, там какой-то ураган, шторм, скалистый остров, на котором какая-то малопонятная взлетная полоса, ясно, не для посадки межконтинентальных лайнеров. Да, он говорил, что мы там чуть не разбились на этом острове. В Москву Молотов вернулся 12 июня 1942 года. Сталину он привез то, что обещал. Договор с Англией и Соединенными Штатами о союзе в войне против гитлеровской Германии. Срок действия 20 лет. Это был один из переломных моментов в истории Второй мировой войны. Не случайно одним из первых тостов Сталина на банкете по случаю Дня Победы был тост за нашего Вячеслава. Этим вождь хотел подчеркнуть исключительную роль советской дипломатии, возглавляемой Молотовым в годы войны. В 1945 году Вячеславу Молотову исполнилось 55. Он был в зените славы и наверняка видел свое будущее в самых радужных тонах. Правда, резко сдал его давний друг и покровитель Сталин и даже произнес в узком кругу: «Мне пора на пенсию. Пусть Вячеслав поработает». А вот это было уже серьезно. В устах Сталина такие фразы всегда имели двойной смысл. Во время войны имена двух выдвиженцев Сталина были известны во всем мире – маршала Жукова и наркома Молотова. Оба готовы были стать наследниками стареющего вождя. Охоту на Жукова и его генералов Сталин начал сразу же после войны, в конце концов отправив маршала в ссылку в Одесский военный округ. А очередь Молотова наступила в 1949 году, когда арестовали его любимую жену Полину Жемчужину и начали от нее добиваться показаний на мужа. Это был, пожалуй, самый тяжелый период его бурной жизни. Осенью 1952-го, стоявший уже одной ногой в могиле, Сталин попытается добить свою 30-летнюю тень, назвав Молотова на жутком 19-м съезде среди тех, кто утратил его доверие. На фоне ареста жены Полины Жемчужиной означало это лишь одно – скорый арест самого Молотова.